Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Галмедиа. С вами Натия Бенделиани. Коротко о главном. От налогов и сельского хозяйства до веерных отключений. Актуальные вопросы обсудили на рабочем совещании у главы администрации Галского района. Чтобы сохранить здоровье и жизнь. Репортаж о ситуации с противопожарной безопасностью в Галском районе. Молитва о мире вместе силы. В день весеннего равноденствия состоялось моление на святилище Елырныха. Начнем с официальной хроники. 22 марта президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. С 1 апреля по 30 июня пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу. Согласно указу, военнослужащие, срок военной службы которых по призыву истек, будут уволены. Кабинету министров, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия. Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии штраф 500 МРОТ, а именно 30 тысяч рублей и лишение прав на 6 месяцев. За повторное нарушение арест на 15 суток с лишением прав на 1 год. Установлена допустимая норма в 0,3 промилле. Передача управления автомобилем лицу в алкогольном или ином опьянении штраф 200 МРОТ, 12 тысяч рублей. Передача управления машиной человеку без прав или лишенному прав от 30 до 50 МРОТ, от 1800 до 3000 рублей. К новостям в Галском районе. Глава администрации Константин Пилия 22 марта провел рабочее совещание, в котором приняли участие главы сел и начальники отделов. На совещании обсуждались самые актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности района. Смотрите репортаж Илоны Микава. В среду 22 марта глава администрации Галского района Константин Пилия провел совещание со своими заместителями, главами администрации сел и начальниками отделов. Обсудили ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности района. Первой темой стало налогообложение в селах. Начальник налоговой службы Галского района Роберт Джиба доложил о том, как обстоят дела с поступлением налоговых платежей, в частности земельного налога. Роберт Джиба отметил, что у некоторых сел имеются задолженности, и наставил глав сел более тщательно работать в этом направлении, чтобы погасить долги. Глава администрации напомнил присутствующим, что налоги необходимо собирать строго по закону. К тому же налогоплательщики должны иметь квитанции на уплату налога. Только квитанциями, никак по-другому. Тут, сейчас не спустя рукава, или как это правильно выразиться, немножко к этому было не очень такое пристальное внимание. Да, руководители старались это делать, но до конца это все не довели, это наследие уже и нам досталось. И нам надо всем вместе стараться, чтобы все это приводить в нормативы. Если людей взяли, или будет известно случай, что у людей взяли денег из рук в руки без квитанции, это будет наказуемо, это будет порицание будет выписано моментально этому главе, а потом, наверное, и мне в том числе будет от руководителя страны. Мы все в этой цепочке. Потому прошу вас еще раз, самое главное, это вот эти бланки строгой отчетности, отрывные талоны, вот это, чтобы людям на руки, все, в банк, вот эту дайте систему наладить. Мы немножко потом ситуацию еще повернем финансово. Я вам обещаю, следующий год, если мы с этим справимся, то уже будет финансироваться уже все уже немножко по-другому. Заведующая отделом соцобеспечения проинформировала, что до 1 мая будет проходить перерегистрация пенсионеров. С 1 по 21 марта перерегистрацию уже прошли 1000 пенсионеров. В целях уточнения количества пенсионеров, состоящих на учете в отделах социального обеспечения Республики Абхазия, проводится перерегистрация. Обязательная явка нужна, каждый должен подойти. Те, которые пенсионеры не смогут к нам прийти в отдел социального обеспечения, мы должны выехать туда и на место уже проводить регистрацию. Единственная проблема, и прошу вашего содействия, Константин Эдуардович, у многих пенсионеров срока заканчиваются на паспорт, на вид на жительство, то есть и эти проблемы начинаются. Да, первично
те, которые взяли, у них уже в марте, у некоторых в апреле уже срока заканчиваются, и я не знаю, как с ними быть, так как у меня приказ, у нас перерегистрация до конца мая месяца, а потом я вынуждена просто приостановить выплату. Все понял, докладная на мое имя, пожалуйста. Хорошо от вас? Да. Подробно, немного так, чтобы это было четко прописано, чтобы было несколько предложений, чтобы было понятно. Я буду аккумулировать эти документы и буду разговаривать с руководством страны для того, чтобы, я это говорил не раз на совещаниях у президента, что надо вводить какую-то облегченную форму выдачи новых видов на жилье взамен просроченных. Глава Галского района выразил недовольство по поводу частого отсутствия глав администрации сел на рабочем месте, отчего сельчане подолгу не могут получить необходимые им справки или решить существующие проблемы. Он отметил, что в случае отсутствия главы села необходимо, чтобы заместитель находился на месте и отвечал на вопросы и потребности населения. Константин Пилья также распорядился, чтобы главы сел как можно скорее привели все свои нормативы в порядок. Это не просто там глава села пришел, ушел. Нет, это нужно отрабатывать. Люди жалуются, что не могут справку некоторые главы там наскоками. Как мы еще немножко посмотрим некоторое время, если глав там в селах больше он отсутствует, чем присутствует, будет поставлен вопрос о его вещении, имейте в виду. Поэтому я всегда ставки делаю, мы на местных, желательно, чтобы местные всегда были или руководителями, или заместителями. Ну, как-то надо, чтобы всегда кто-то из руководства села, чтобы всегда был в селе. Вот за это позаботьтесь. Не делайте так, чтобы люди искали, звонили, где глава, занимается какими-то своими делами или там, я не знаю, еще какими-то хорошими общественными, что принимается. Но человек должен всегда иметь доступ к ближайшему своему, как говорится, чиновнику. Когда вы по-нормальному с людьми, значит и мнение обо всех нормально. Если ближайший чиновник к населению бессовестно себя ведет, значит для человека вся структура власти бессовестная. Не доводите до этого. У нас прокуратура занимается, у них в графике стоит, это и план прокуратуры, это надзорный орган. У них выставили график, когда они пойдут по каждому селу. Начали с одного, второго, и так они по каждому селу они пройдутся и у всех проверят, как ведутся книги, как выдаются справки, как это все, это надзорный орган. Я на него никак не влияю и не собираюсь влиять. Так что все дела, которые они будут делать, проблема получится, разбираться будете потом напрямую с прокуратурой. Но вот еще раз советую, приведите все свои нормативы в порядок. И рабочие места, если у кого-то там проблема с рабочими местами, ну, может быть такое-то. Кто-то при школе имеет там, контору, как говорится. Кто-то еще, если там какие-то у кого-то проблемы, тоже обращайтесь, тоже немножко поможем. У кого-то там надо на чем писать, надо это, надо бумага, надо что необходимо, делайте, заявки делайте, вам это все будет профинансировано. И давайте проявите себя, особенно вновь назначенный, очень на вас надеюсь. А все остальное будем приводить в порядок. Работники управления сельского хозяйства доложили, что инвентаризация сельскохозяйственных земель идет по назначенному плану работ. По графику сейчас начнется инвентаризация сел верхней зоны Аберкыт и Алакумхара. А вы снабжены? Да. У вас все есть? Топливо имеете, все имеете, инструменты имеете, хорошо? Все. Земли должны работать, это нужно делать. И от уважаемые главы, все ваши вопросы, Аркадий Алексеевич, все сразу на него выходите, он доступный, в доступе, ежедневно на работе, любые вопросы, какие возможно. Вопрос, связанный с документами, бывают очень экстренные случаи. Все случаи проблемные, да, где надо людям помогать. Но бывает совсем экстренные, когда человек заболел, когда ребенок заболел, когда это что-то. Это обращайтесь вы к Куртава Джабулу Синардовичу. На человека, как собрались документы, вручили ему, и он прямо ездит. Он ездит, и Джон Владимирович постоянно эту заботу проявляет. И вот так вот в ручном режиме мы стараемся, в экстренном случае сами принимаем участие. А так, конечно, все паспортная служба района. Следующим на повестке совещания был отстрел животных, волков и шакалов. По отстрелу диких животных. Это здесь у меня в селе работают охотники Да. насчет волков. Да, отстрелы идет, да. Работали. Они есть количество около 20
5 штук. О. Так, уже, Это только по селу. ну, именно вот эта мусорная свалка, территория 2 ГЭС, вот Да, эта площадь, особо. особо вот там в основном они такое количество. Что именно? Шакалы или волки? Шакалы, волки, да, там. Волки пока не попадали, волки здесь. Волки редко. трудно попасть. Возможно, что в скором времени веерные отключения электроэнергии, которые были введены в связи с высоким потреблением света и критическим уровнем воды, в Джварском водохранилище будут отключены. Это обусловлено нормализацией притока воды. Я был на Ингургес, уже воды вполне достаточно. Сейчас они обкатывают генераторы и, наверное, со слов руководства, в следующей неделе у нас уже прекратится переток и не будет веерных отключений. Вот такая вот хорошая новость. Но это одна сторона медали. Вторая – это оплата за электроэнергию. Ну, это сумму начисляет РУП Черноморэнерго и Гальский филиал. Бывают спорные моменты. Бывает, что живет один человек, а ему начисляют по водному кабелю, как жилье, там существуют нормативы. И в этом случае тоже получается несправедливо. Он по факту столько может не потратить, сколько ему начисляют. И в это я прошу вас, глав, в этом поучаствовать. Если видите, что действительно так, письменно обращайтесь в Черноморэнерго напрямую с объяснением, и на основании ваших писем будет пересмотрено отношение, и, соответственно, возможно, пойдет на понижение суммы оплаты. Не тарифа, а суммы оплаты. В ходе совещания обсудили и другие наиболее актуальные на сегодня темы. А по его итогам всем присутствующим были даны соответствующие поручения. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Галмедиа. Школа в селе Аракич поздним вечером 23 марта практически полностью выгорела в результате пожара. Огонь тушили 6 пожарных расчетов. Глава ведомства Лев Квициния выехал на место происшествия. Частично спасти удалось лишь несколько помещений на 1-м этаже. Ученики сгоревшей Аракичской школы будут учиться в селе Атара, рассказал «Спутнику» глава отдела образования Ачамчирского района Тимур Гиндия. В школе 76 учеников. После весенних каникул учеба продолжится в другой школе, которая в 2 километрах от села Аракич. Детей будут возить на автобусах. В Атарскую школу переедут и учителя. Туда же привезут уцелевшие после пожара парты и доски. Стены школы уцелели, ее можно будет восстановить. Помощь предложила армянская диаспора, добавил Гиндия. Между тем, как выяснила наша съемочная группа, городские школы Галского района не только ведут профилактическую работу, но и проводят соответствующие учения. И у каждой из них есть свой план на случай пожара. О ситуации с противопожарной безопасностью в районе расскажет Анжела Убилава. То, что пожары в Абхазии, в том числе и природного характера, бушуют периодически тут и там, уже никого особо не удивляет. Но есть случаи, которые, что называется, выбивают из колеи. Буквально на днях сгорела отремонтированная школа в селе Аракыч Ачамчирского района. Причины возгорания пока уточняются, но сама новость повергла в шок многих. Чтобы узнать, как обстоят дела с противопожарной безопасностью в общеобразовательных учреждениях Галского района, мы отправились в городские школы. Мы понимаем, что 700 учащихся, 100 работников, плюс родители, посетители. Здесь одновременно в школе находятся более 900 человек ежедневно. И в случае таких экстренных ситуаций нужно будет это все грамотно организовывать, эвакуацию. На сегодняшний день у нас есть план, который соответствует тем критериям для того, чтобы в случае, не дай Господи, необходимости, дай Бог, чтобы у нас такой необходимости никогда не возникло, такая необходимость никогда не возникла, чтобы мы безопасно смогли эвакуировать и детей в первую очередь, и трудовой персонал, и если в данном здании будут находиться посетители, это родители или другие люди. Это вот план эвакуации нашей школы, который у меня тоже находится. Оно находится у каждого классного руководителя, то есть в каждом классе он у нас находится. К этому процессу тоже подключены старшеклассники, которые тоже знают, как себя вести в случае необходимости. Это у нас вот корпус, где
у нас находятся дети нулевых первых классов. Это вот второй этаж. Это вот зеленым показываемый коридор, куда общий выход, да, вот двери, выход, второй этаж. Они должны, вот эти лестничные площадки, вот куда они должны пойти. Вот, допустим, тут 3 класса, они идут сюда. Тут кабинет зауча тоже в случае необходимости идет сюда. Они выходят вот через эту дверь. Городские школы района не просто ведут профилактическую работу в этом направлении, но проводят соответствующие учения, и у каждой из них свой план на случай ЧС. Детей каждый год знакомят с правилами поведения учащихся при пожаре в школе, а также отрабатывают план эвакуации на тот случай, если им все же придется воспользоваться. В средней школе номер 1 города Гал Республики Абхазия часто проводятся беседы со старшеклассниками на тему противопожарная безопасность. А в школе у нас есть план эвакуации при пожарах. У нас имеется пожарный щит, у нас имеется песок, это внизу, на 1 этаже. Есть специальное это место в случае пожара. Значит, приходили к нам МЧСники, они беседовали со старшими классами на эту тему. Эта тема очень актуальная сегодня, так как эти несчастные случаи имеют место быть. Происходят, к сожалению, пожары, да. Горят леса, горят поля, горят у людей, зимой было, кстати, горят дома у людей, поэтому наша задача как педагогов-воспитателей работать с детьми и беседовать с ними на эти темы. И классные руководители проводили у нас беседы на эту тему, как правильно эвакуироваться из здания во время такого несчастного случая. План эвакуации у нас висит везде, на каждом этаже, план эвакуации при пожарах. Вот. И дети, конечно же, должны быть в курсе всего этого и должны понимать всю, значит, ситуацию, которая может быть, что она может угрожать, эта ситуация их здоровью и жизни. Также на уроках химии, когда мы изучаем тему кислород, и мы учим детей, что в кислороде горит абсолютно все, и горючие вещества, и не горючие, поэтому и там у нас в этой программе по химии тоже есть, значит, как предотвратить пожар и как с ним бороться, если, не дай бог, он произойдет. Горят, к сожалению, не только школы, но и частные дома. Так на днях сгорел дом Тамаза Библая в селе Галхуч Ткварчалского района. Обошлось без жертв, а опасность для людей была. В доме мирно спали дедушка и его маленькая внучка. Честно говоря, очень тяжело мне говорить, разговаривать. Это случилось 13 марта. То ночь был сильный ветер и, наверное, повредило электропередачу. И короткое замыкание. Дома были я и моя внучка, 2-годовалый ребенок. Честно говоря, даже ничего не почувствовали. Когда почувствовали, уже было поздно. Потом собрались соседи. Все помогли, как могли. Анжела Цаават, супруга Тамаза, вспоминает со слезами дом, в котором выросли 4 поколения. Говорит об этом с печалью и благодарностью соседям, родным и близким. Всем, кто в трудную минуту встал рядом. Малышка на руках, никого рядом нет. И самые близкие соседи прибежали. Давай я заберу, я накормлю, я уложу, а ведь дождь шел. Очень было сложно сориентироваться, что нужно и что правильно делать. И вот первые дни, люди, которые нас приютили, это самые, наверное, родные, самые лучшие на земле люди. Это семья Мехраби Библая, семья Тимури Библая. Очень сложно говорить, сколько они для нас сделали. Ну, когда вот такое происходит, и когда видишь столько любви и внимания, то приходится взять свои нервы в кулак и хотя бы им тоже облегчить это отношение с нами. Потому что никто не хочет каждый раз видеть слезы в глазах. Каждый приносил, что мог. Ну а потом уже через дня 3-4 мы уже пришли в себя и уже поняли, что жизнь продолжается. У нас малышка, наверняка будет еще пополнение. Вот. Семья растет, и я думаю, что мы справимся со всем этим.
Когда прибыли пожарные, огнем был охвачен весь дом, жилые и нежилые пристройки. На тушение направили все силы пожарно-спасательной части. Особую благодарность хочу выразить сотрудникам МЧС города Гал. Ребята сделали, наверное, невозможное. Просто я не смог к ним прийти, выразить свою благодарность. Дом, как видите, сгорел, он восстановлению не подлежит, надо подснуть все. К сожалению, случилось так, но это моя личная беда, мое личное горе. Еще раз огромное спасибо всем соседям, друзьям, коллективу. Пожар был ликвидирован, но спасти не удалось практически ничего, кроме документов. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки. Эту версию подтверждает и хозяин сгоревшего дома. Сейчас семья Библая осталась без средств к существованию. Хочется надеяться, что найдутся люди, готовые оказать хоть какую-нибудь помощь. К сожалению, это деревянный дом, ему, наверное, минимум 150 лет, если не больше. Конечно, жаль. Здесь труд моих предков, наверное, с 4 поколений. Вот, второй этаж, это очень старинный дом. Сгорело все, но что делать, жизнь продолжается. Спасибо всем, кто встал рядом. Честно говоря, очень трудно мне даже это спасибо говорить, потому что это личное мое, и люди все-таки помогли. И хочу выразить благодарность вашему коллективу, потому что очень часто слушаю ваши репортажи, и я считаю, что вы занимаетесь очень нужным, очень полезным, очень хорошим делом. О чем сожалею? Сгорело почти 1000 штук книг. Все, что собрал я, мои родители, вот это сгорело. Надеюсь, что мои соседи, мои друзья еще помогут, потому что здесь один я наверняка не справлюсь. Нужно отметить, что многие уже пришли на помощь пострадавшим и передали им вещи и предметы первой необходимости. Но этого недостаточно, чтобы начать жить с нуля. Тамаза Валерьяновича мы все хорошо знаем. Все село, не только наше село, все прилегающие села, район, республика. И они вообще, это семья педагогов, отец, мать. Он вырос среди педагогов. Он с малых лет в этой школе вместе с матерью. Он воспитывал наших детей. Вообще, я не знаю, вот, не будет, наверное, в нашем селе такого человека, который близко к сердцу не принес их беду. Когда человеку не касается жизни человека, все можно исправить. Но Тамаз Библая сколько сделал для нашего села, в какой области хотите, в школе, в учебе, в культуре, в художественной жизни, школы, клуба, где только он, нету его лепты, нету такого здесь у нас, наверное. Вот сперва, когда у нас вот это все произошло, это он первый все в школе организовал, все, он был директором, он историк, он очень знающий историк. Так что я обращаюсь ко всем, чтобы кто чем может, конечно, никого заставлять никто не будет, но чем может, чтобы помогли как могли. Образцовая семья, образцовые учителя, люди, которые нам во многом поддерживали постоянно, поддерживали население, поддерживали молодежь. И вот они в такой сложной ситуации оказались. К сожалению, вот у них сгорел дом. Это было бы, конечно, хорошо, если вот все население, вот все люди, которые могут, как могут, чем могут, поддержали бы такую замечательную семью. Все мы радуемся солнечным теплым дням и стремительно приближающемуся лету. Но для огнеборцев сейчас самая горячая пора. Поэтому еще раз напоминаем о том, как важно помнить и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сберечь свои дома, а самое главное – сохранить человеческие жизни. Анжела Белава, Илона Микава, Борис Цацуа, Гал Медиа.
При создании этого репортажа нам не удалось поговорить с самими сотрудниками МЧС Абхазии по Галскому району, которые ведут в районе работу в плане противопожарной безопасности во взаимодействии со школами и другими учреждениями. Надеемся, что нам удастся рассказать вам об этом уже в ближайшие дни. Информация от правоохранителей. В Гагарском районе раскрыты 3 преступления имущественного характера. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. В Гагарском районе раскрыты 3 преступления имущественного характера. Обвинение в хищении чужого имущества предъявлено несовершеннолетнему жителю села Псоу. Согласно материалам уголовного дела, юноша 2007 года рождения, действуя из корыстных побуждений, путем взлома замка входной двери проник в дом потерпевшего, откуда похитил бытовую технику, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Заявление, ранее имевшим место преступления, поступило в дежурную часть Сандрипского отдела милиции 28 января текущего года. Однако в ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемый в совершении кражи был установлен и впоследствии задержан. Сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с оперативным составом отдела милиции поселка Цандрипш в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято похищенное имущество, а именно зарегистрированы в установленном порядке в разрешительной системе МВД автомат системы Калашникова калибра 5,45 мм, боеприпасы аналогичного калибра в размере 150 единиц, пневматическое ружье, а также бытовая техника. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 и части 1 статьи 221 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Обвиняемый в содеянном сознался и отпущен под присмотр за несовершеннолетним. Жителю города Гал Бурчулая Ливану Лашевичу 2001 года рождения вменяется грабеж, совершенный в крупном размере. Последний, находясь на территории одного из гагарских отелей, открыто похитил сотовый телефон стоимостью 120 тысяч рублей у жительницы города Якутск. Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого провели сотрудники уголовного розыска и МОП УВД по Гагарскому району. Похищено изъято. Ливан Бурчулай заключен под стражу. Расследование продолжается. Отдел дознания Гагарского управления внутренних дел продолжает расследование уголовного дела по факту кражи, имевшей место в центре города. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами А, Б, В части 2 статьи 155 Уголовного кодекса, предъявлено 4 несовершеннолетним лицам. Подростки 2005, 2006 и 2007 годов рождения путем взлома металлопластиковой двери проникли в магазин по проспекту Владислава Ардзенова, откуда похитили терминал для оплаты банковскими картами и бытовую технику, а также 150 новых сим-карт сотовых операторов Абхазии. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий последние были установлены и задержаны сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагарскому району. При личном досмотре у молодых людей обнаружены похищенные предметы и изъяты. Согласно постановлению дознавателя, подросткам на время проведения следственных мероприятий избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними. График отключения электричества в Абхазии изменен. Теперь свет во всех районах страны будут отключать на 3 часа в сутки. В связи с прекращением перетока электроэнергии из Российской Федерации и переходом на подачу электроэнергии из ИНГУР-ГЭС с 0 часов 25 марта действует новый график ограничений, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Сам график вы можете видеть сейчас на своих экранах, а также ознакомиться с ним на официальных ресурсах Черноморэнерго и страницах информационных агентств. Молитва о мире вместе силы. В день весеннего равноденствия состоялось моление в святилище Илыр-Ныха, на котором удалось побывать команде Галмедиа. Молитва о том, чтобы народ Абхазии жил в согласии и мире, чтобы снизошла благодать Божья на него и оградила от бед и природных катаклизмов. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Испокон веков абхазы и адыги традиционно отмечают День весеннего равноденствия, как начало Нового года. Этот год не стал исключением. Шрец святилища Беслан-Шенкуба провел древний обряд в одной из 7 святилищ Абхазии Илыр-Ныха, под древнейшей липой, которой уже 1300 лет. И само святилище – место силы, как говорят участники молебна, очень древнее и существовало задолго до построенного в XI веке Илорского храма. Моление, как правило, включает в себя жертвоприношения и общие ритуальные застолья.
Здесь же, на территории святилища, можно заметить сосуды, которые предназначены для жертвенного вина. Пока одни готовят ритуальные блюда и разделывают жертвенное животное, другие собираются во дворе святилища на место моления. У каждого святилища есть свой жреческий род. У Эллернеха жреческая фамилия Шенкуба. Традиционно, испокон веков, абхазы-адыги, этот праздник, он открытый праздник, отмечают, обращаются к Всевышнему, к Творцу и проводят обряд жертвоприношения. В течение года весь негатив, который собрался у каждого человека, он очищается, обращается к Всевышнему, является жрец между Творцом и людьми, послом, и он обращается, и я обращаюсь за весь народ. Прошу прощения, если за этот год, за наши грехи, чтобы Он нам простил. И мы просим, время уже подходит, посев начинается. До 25 числа каждый может провести обряд жертвоприношения у себя дома, так как уже семена готовы, земля уже готовая. И просят, чтобы этот год тоже принес им все благи. И благодарят за прошлый год, что не было ни голода, ни холода, ни войн, ни... День весеннего равноденствия – это время пробуждения земли, природы и всего живого на земле, когда каждый глава семьи может обратиться к Всевышнему с мольбой и благодарностью, отмечает жрец святилища Эллернеха Беслан Шенкуба. Согласно исследованиям, традиционная религия абхазов или абхазский монотеизм подразумевает признание и почитание божества Аншаду. Это единый Бог, Творец всего сущего, к которому жрец обращается, взяв в левую руку зажженную свечу, а в правую – ветку с нанизанными на нее кусками свежесваренного сердца и печени животного, а также вареника с сыром, произнося слова молитвы. Слухот один сыт, вашапкра, тгилы вяны, гейшхей, зыпсы тозыги, и хакуйту. И хаби амш, нойха дудзо, нойха не хазуршет, уда гуартахамам. Ашиш, обзоро харбет, Хаумежит, агуе гуацве кваквари, ацвешипш за ацана брас на пеку. Свой ход свашап кой. Я хабра, я и гло. И уцавшла. У гуразгоги и замгоги улапшха арху баво. Аншаз, аншаду варе учшоб ашрукса и хушет. Адзена хыси. Хайн хаатаглет ашрукс. Ицуцу. Адгил пхет. Зыпсыто, ашапыджев. Рапсыталайт исшан. Амра пхарай хахыкыднацы. Ари изкишу кусакуйрылган. Я ахгоз, апсу дыга хылчтра ахын занадзадзу. Инук ахгоз. Хцас. Хдин хансахазара. Инакурфен яхя, харахкын земир хошиква, язгаз хабдуца рабдуца, яхя харах напакнико. Сухотан саду, ашук студ зажницха, хабхак хаунах халазар, хаххуб ханабрах гыло, хазыхху хана уживе, хабха хатомца. Учта, адгил анапха, апсабара загепсынтала, Апсаатхва, атула пхара Кур'ан пи яй зыкуб, ам юку гикуб.
После того, как обряд моления и благодарения заканчивается, участники ритуала по старшинству подходят к жрецу, произнося соответствующие слова, выпивают по стакану вина и закусывают кусочком сердца и печени животного. Наши предки всегда приносили жертвоприношения, готовили угощения, молились. Мы лишь носители своей культуры, своих традиций и обычаев, которые должны хранить, развивать, беречь и передавать из поколения в поколение своим примером. Мы не язычники, говорит житель города Ачимчира Гарри Журдания. Язычие – это человек-носитель своей культуры, там, традиций, такого, что из уста в уста перед. А язычник – это другой человек, который не носитель своей культуры. И мы носители своей культуры, которые нам передали предки наши, сохранив до нас, сколько смогли сохранить. Теперь мы дальше, относительно того, что у нас осталось, фундаментируем, укрепляем вот этот фундамент, несем дальше. Нам же что-то тоже потомкам надо оставить чистое, светлое, защитное, так скажем. Природа-то своей дорогой идет, но раз мы хотим соответствовать закону природы, значит мы следуем приблизительно циклу природному. Вот как вот она идет, мы идем с ней. Вот весной рождается, весенние там определенно то, что нам передалось более знающими тогда, понимающими предками, раз дошло до нас. Либо мы принимаем, либо не принимаем. Ну раз мы приняли, значит мы идем по этому пути. Раз уж, слава Богу, до нас это дошло. Я, сколько помню, с детства наши дедушки вот здесь нас привозили. И все, оно просто... Мы тогда, может, и не понимали, просто нас привозили. Мы что-то такое гармоничное видели, веселье, радость. Ну, как у многих, как вы тоже, наверное, знаете. А потом уже начинаешь осознавать это, оказывается, почему они делали. Не от нечего делать они делали, потому что формировали этим защиту своих родов, а потом еще и родины тоже. Сперва роду служишь, потом уже родине. Вот этот ритуал, он 4 раза в год получается. Сейчас весна, потом идет летом еще, осенью и зимой в декабре. Все это нухера. Всего лишь одну кровь надо пролить, и ты, в общем-то, род весь сохранишь. И родину тоже, может, и спасешь этим. Не может человек другой здесь культуру эту соблюсти, чем как местный, которому передалось. Вот так вот. Словами-то не объяснишь, потому что просто передалось это с молоком матери. Абхазский народ издревле всегда обращался с жертвоприношением к Творцу и возносил молитву Всевышнему о мире, здравии и благополучии, о гармонии человека и природы. И сегодня мы продолжаем это, чтобы в будущем наши потомки не забывали о своем историческом прошлом, в котором много сакральных тайн и истин, говорит жрец Борис Кутайлия. Наши предки, то есть абхазадыкские племен, это не занимались, вот это ритуал. Год-два раза. Народ всегда с молитвой, с жертвоприношением молились Бога. Всевышний, мы тебе просим, что мы сажаем огород и то, и другой, кукуруза, в общем, дальше. Многобожества у нас, у абхазов, нет, не существует. Мы не язычники. Допустим, абхаз свой посох на землю, свой папаху или ахтарпа, то есть башлык, одел, и он начинает молиться. Иоанн Шадут заслухот, то есть единому Богу, Создателю, Всевышнему, обратились. Тут нету многобожества. Если человек хочет на этом земле вапсны, чтобы он жил долгожителем, он должен вернуться на свой очаг, то есть наша Пасха, наше святилище. Наш народ с жертвоприношением всегда обращались к Всевышнему. Моление – это обряд, в котором принимают участие все, кто искренне верит в высшие силы святилища. Молитва о том, чтобы народ Абхазии жил в согласии и мире, чтобы снизошла благодать Божия на него и оградила от бед и природных катаклизмов. Древний обряд имеет глубокие корни, напоминая будущим поколениям, что необходимо помнить свою тысячелетнюю историю, возвращаться к истокам, подчиняясь законам Творца и природы. Анжела Убилава, Илона Микава, Борис Цацуа, Гал Медиа.
Презентацию Абхазии на площадке известного немецкого бренда «Симатик» организовал под эгидой Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия представитель ТПП в Германии Вольфган Мацке. Презентацию посетили бизнесмены разных сфер деятельности, представители культурных и политических кругов Германии, журналисты. В ней участвовали полномочный представитель Министерства иностранных дел Абхазии в Германии Хибла Амичба и проживающие в этой стране представители абхазской диаспоры. Хибла Амичба вкратце рассказала о потенциале нашей республики и о проводимой работе по линии внешних связей с зарубежными странами. Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия и солистка Абхазской государственной филармонии Кристина Эшба 30 марта представят Абхазию на исторической сцене Государственного академического Большого театра России в концерте «Весенняя фантазия», приуроченном к десятилетию органа Глаттер Гёц. Спорт без возрастных ограничений. 25 марта в районном доме культуры города Гал состоялось любительское соревнование по настольному теннису. Организатором первенства выступил отдел по делам молодежи и спорта администрации Галского района. О ходе и итогах состязаний Нана Апшилава. 25 марта в районном доме культуры города Гал прошло любительское соревнование по настольному теннису. Организатором первенства выступил отдел по делам молодежи и спорта администрации Галского района. Турнир проводился с целью популяризации настольного тенниса среди населения района, а также пропаганды здорового образа жизни. В нем могли принять участие все желающие без возрастных ограничений. В итоге участниками стали спортсмены из Центра развития настольного тенниса «Прогресс» города Ачамчира, сотрудники Дома культуры и учащиеся городских школ. Посмотреть игру в настольный теннис пришли неравнодушные болельщики. Совместное спортивное мероприятие с Ачамчирским центром развития настольного тенниса «Прогресс» в Гале прошло впервые. В городе Гал проводится любительское соревнование по настольному теннису. Давно в городе у нас такого не проводилось, хотя много у нас любителей настольного тенниса. И вот по просьбам наших молодых ребят сделали любительское соревнование, в котором могут принять участие любой желающий, независимо от возрастных категорий. А также у нас находится в гостях Центра развития настольного тенниса с города Ачамчира ребята. Также у нас будут награждаться победители грамотой, призовыми подарками. До начала мероприятия участники прошли регистрацию и заняли свои столы. Дети играли как в своей возрастной категории, так и со старшими. За ходом игр и дисциплиной наблюдались судьи. Игра проходила по международным правилам настольного тенниса в формате 3 партий, финальная встреча 5 партий. В случае, если счет 3-0, игра завершается. Сегодня наш Центр развития настольного тенниса «Прогресс» совместно со спорткомитетом города Гал и Гальского района провели любительский турнир по настольному теннису. Цель проведения нашего мероприятия – это популяризация настольного тенниса в Абхазии и, конечно же, это пропаганда здорового образа жизни и спорта в Абхазии среди детей, молодежи и старшего поколения. Мы играем, конечно, это у нас любительские, это первое мероприятие совместное, которое мы проводим со спорткомитета Гальского района. И мы надеемся, что в дальнейшем мы будем также проводить и другие мероприятия. Наши дети, конечно, мы не совсем такие профессионалы, но тем не менее мы стремимся, развиваемся и даем возможность каждому принимать участие в этом виде спорта. Конечно, благодарим за организацию, за прием, руководство, которые помогали нам организовывать это мероприятие. Соревнования прошли в спортивной и дружеской атмосфере и позволили всем участникам проявить свои лучшие качества. Призовые места распределили следующим образом. Первое место занял Александр Скидела, второе место у Минди Апшилава, третье место Ника Гугохия. Грамота за волю к победе досталась сотруднику Дома культуры Роберту Гацерелия, а Эмиль Чиков отмечен как самый юный участник. Приехала из города Ачамчира поиграть на турнире, посмотреть на уровень игры соперников. Все дружелюбные, хорошие ребята. Мне очень понравился вид спорта теннис. Он очень интересный. Мы приехали в Гал, чтобы посмотреть на эту игру. Все играют очень круто, красиво, все молодцы. Очень интересно. Победители также награждены памятными призами и сувенирами. Нана Апшилава, Бату Пиплая, Борис Цацуа, Гал Медиа. На этом у нас все. Встретимся, как обычно, ровно через неделю. И пусть всех нас ждет больше хороших новостей. Всего доброго. Абзиарас.